never forget. Bringing spicy grooves and some crazy moves, so tasty and delicious, you're gonna lick your fingers. We'll make you fly, we'll make you shout and clap your hands. You feel so high, you'll never cry again. So if somebody's trying to sell you something that sounds like groove, and you find it hard within you to get down, break a move, so come and join us, don't you worry, it's finger licking effect dish. We'll make you fly, we'll make you shout and clap your hands. You feel so high, you'll never cry again. Alright, who here thought the funk is gone? Who here thought the funk is back? The funk is not gone, the funk is not back. It's feeling run around, just feeling the crack, y'all. Feeling the beat, hitting on the one. Take me to the bridge, y'all. We've only just begun to make you fly, make you shout and clap your hands. You feel so high, you'll never cry again. We'll make you fly, we'll make you shout and clap your hands. Так, я нахожусь рядом с Романом, победителем нашего сегодняшнего стендап-турнира. Всем привет. Привет. Роман, в чем секрет успеха? Просто надо писать, постоянно шутки писать. На самом деле это очень сложная работа. Ребята, которые первый раз сегодня выступали, они молодцы. Это первое, надо перебороть страх, выйти на сцену. Я этим занимаюсь просто 3 года, поэтому это все выписывается, материалы приходят потом к шуткам. Вообще, я благодарен организаторам турнира, объединению «Алан», правильно? Культурный центр «Алан». Вырежем, да? А я хочу поблагодарить организаторов турнира, культурный центр «Алан», за такое прекрасное мероприятие. Реально, юмор может быть нормальным. Это главный девиз, которым надо пользоваться. И напоследок, можете сказать свою самую любимую шутку? В формате или... В формате. Смотрите, мне очень нравится шутка. Я из тех людей, знаете, которые с вами попрощаются и дальше идут в одну сторону. Вот. И вот так мы идем дальше. И стоим на красном, самом длинном светофоре в городе. Стоим, молчим, переходим дорогу и еще раз прощаемся. И дальше идем в одну сторону. Топ неловких ситуаций, да? Да. Все, спасибо большое, Роман. Спасибо огромное. Так, я нахожусь рядом с Эмином. Эмин... Артем. А что он Эмин сказал? Не знаю. Что ты Эмин сказал, Энрико? Его Артем зовут. Я нахожусь рядом с Артемом. Артем у нас сегодня занял 3-е место. Артем, поделись своими впечатлениями. Ну, недоволен результатом, мог лучше. Можешь свою любимую шутку сказать? Да, я хочу переехать от мамы. Да, но у нас есть такая возможность. У нас есть вторая квартира, но она меня туда не пускает, потому что зовут квартиру только славян. Наша родина Кавказ. My bells ring my bells, как говорится. Человек, за которого сегодня испанский стыд не пришлось испытывать, Энрико. Энрико, поделись впечатлениями после дебюта. Всем привет, всем салам алейкум. Мне очень понравилось на самом деле. Мне очень понравилась группа поддержки. Деньги тоже приятно. Моя группа поддержки вообще one love. Эти деньги стоят того. Спасибо. Организаторы молодцы. Биаслан, как всегда, лучший. Мне все понравилось. Участники, жюри, все родные лица. Все было прекрасно. Сможешь на камеру сказать свою любимую шутку? Это не понимаю мужчин, которые надеются на женщин за клубнику в шоколаде. Что нужно подарить девушке, чтобы ей понравиться? Покажи. Это вот. Я нахожусь рядом с Денисламом. Денислам сегодня у нас победитель в номинации. Как она называлась? Лучший дебют вечера, или как? Да, лучший дебют. Денислам, поделись своими впечатлениями. Ну, я хочу, чтобы этот дебют был не последним. Дебют обычно
Всем большое спасибо, особенно зрителям, которые поддерживали нас и смеялись даже не над смешными шутками. Это прям было сильно. Что-то хотели сказать, девушка? Я просто так смотрите. Итак, Денислам, скажи свою самую любимую шутку, авторскую. Про Карачайского Робин Гуда. Можешь? Кстати, вот мне больше всех запомнилась вот эта шутка. Можешь ее озвучить? Карачайский Робин Гуд отличается тем, что он крадет у богатых и понтуется перед бедными. И напоследок, скажи, в чем секрет успешного текста? Ты должен быть джигутинец. Ну что ж, хихоньки да хахоньки под названием стендап подошли к концу. Мы проводили мероприятие такого рода в первый раз, и я думаю, все остались довольны результатом, потому что главная цель была показать, что юмор может быть нормальным, без матов и без, сами понимаете, чего. И нам это удалось. Поэтому следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на нашу страницу. Скоро у нас будет квиз, ждем вас там. И, кстати, было очень много вопросов, почему я не выступаю, потому что я даю всем шанс.